Ассаламу алейкум, дорогие друзья, приветствую вас снова. Это серия выпусков из Дубая. Сегодня пятница, прекрасный день. Все закрывают магазины, оставляют торговлю и спешат на пятничную молитву. Сегодня 23 декабря, и как-то непривычно в декабре чувствовать вот эту летнюю погоду. И температура тут 23 градуса. И чувствуется вообще отлично, комфортно. А вы смотрите этот ролик до конца, не переключайтесь, оставайтесь с нами, мы продолжаем. В этом выпуске вы увидите: нам надо добраться туда на метро. Начальная наша точка метро Баниас. Для этого нам надо сделать карточку. Давайте сейчас сделаем эту карточку и погнали. Отдаете 50 дирхам, карта стоит 25 дирхам, и остаток оставляете на счету. That's your balance, 44. 50. Thank you. Thank you. Все, поехали. Так, за один проезд Заур сколько берут? Я там не посмотрел. По-разному, зависит, куда ты едешь. Все хорошо. В дубайском метро есть кабины отдельно для женщин и детей, общие кабины и VIP. Если вы зайдете не в свою кабину, то вас могут оштрафовать. Так что будьте бдительны. Мы вышли на станции Union, и с зеленой ветки должны пересесть на красную. Burj Khalifa, Dubai Mall. Что ехать? Что он сказал? Вот так прикладываете карту, и сумма списывается в зависимости, где вы выходите. Да, сколько там? 130. Ты посмотри, на каком 130. Аня, штаны прикроем, кстати. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. Друзья, это было крутое шоу. Мне понравилось. У меня нет слов.
тут резко мы переместились в Стамбул, на улицу Истикляль. Шучу, но сильно напоминает. Подожди. Друзья, как вам локация? Оцените от 0 до 150. С этого момента, вот этот момент, который я вам показываю, нам запретили снимать в Дубай-молле. Мы пришли сюда снова снимать. У нас уже другая камера. Камера была палевная, и поэтому нас, как обычно, завели. Сейчас будем смотреть, посмотрим, разрешат ли нам сегодня снимать этот красивый район и Дубай Молл и все остальное. Зау, давай покажем вот эти машины. Это Мазерати. Я не знаю. Я тоже не знаю. Давай. Пускай вот. Если вы знаете, что это за модельки машины, напишите в комментариях. Просто я хотел показать вам, какие они маленькие. Смотри на... Что ты смеешься, елки-палки, не пойму. Смотри на Lamborghini. Какая же она маленькая, как игрушка. Поехали. Tesla Expedition. Нива. Гарри Усайник. Вот. Мечта детства. Porsche. Посмотрите. Camry. Вот у нас считается машиной солидной такой. А здесь чисто такси. Все узнали. Lamborghini Urus. Вот Lexus, тоже такси. Вот мы провожаем нашего самого активного брата Валида. Он едет на Умру. Друзья, пожелаем ему там удачи. Валид, помолись за нас. Аллах, да, не спорил. Ассаламу алейкум. Увидимся. Возвращайся поскорее. Давай. Через камеру. Аллах, Валид, скажи несколько слов. Make sure. Амин, ажмайн. Хурдуем. Что-то как-то грустно стало, честное слово. له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم
منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى. Метро должно, да? Все. Хорошо. Давайте, друзья, теперь перенесемся на другую локацию. Локация называется Медина Джумейра, по-другому Дубайская Венеция. Погнали! Пополняем карточку метро. С одной стороны, прикол, да? Ездить без машины. Прикол снимать влоги. Да, друзья, я хочу познакомить вас с моим братом, другом. Его зовут Тамерлан. Тамерлан, скажи там пару слов нашим зрителям, подписчикам. Ну, во-первых, ассаламу алейкум ва рахматуллах. Всех приветствую. Первый раз снимаю влоги. Начнем с того, что сегодня у нас были грандиозные планы посетить Абу-Даби, но время ограничено и ехать туда, как сказать, Долго. ехать долго, тех запланированных, того плана, что мы назначили, мы в любом случае за один день не успеем, поэтому решили сегодня в Дубае очень много интересных локаций посетить. Медина Джумейра, да, арабская Венеция. Посмотрим. Ожидания большие. Дубай, думаю, не разочарует нас. Иншаллах. Мы едем пересадками. Сейчас мы с метро должны пересесть на автобус. Это автобусная станция Аль-Губейба. И здесь мы ждем наш автобус под номером. Какой номер? Какой у нас? Да, N55. Подробная карта маршрута автобуса. Мы должны выйти через 7 остановок. Конечная станция Аль-Мактум International Airport. Кратко о нашей поездке скажем. То, что касается сегодняшней поездки, она у нас что, 25 января, то есть зима. Хотя за окнами не скажешь зима, все думают снег. Так вот, если это сейчас происходило летом, то наши пешие маршруты, они гораздо сложнее даются, говорят, очень жарко. Я летом здесь еще не был, поэтому приезжайте сюда зимой, я думаю, с осени с ноября месяца по апрель месяц, самое оно, да? Да. Вот. Летом очень жарко бывает. Если вы хотите здесь нормально, близкий климат к российскому и спокойно передвигаться, я думаю, самое то время. А то, что сегодня мы увидим там, да, это действительно, наверное, с одной стороны и погода будет сказываться, потому что нам легко будет сегодня посещать эти места, смотреть, снимать. Вот. Поэтому будем смотреть, что сказать, я больше не знаю. Едем в автобусе. Да, у нас незапланированная остановка. Мы вышли в районе Джумейра 2. Да, направляемся на городской пляж. По пути решили чуть-чуть сменить локацию. Посмотрим залив, посмотрим пляж, как тут все обустроено. Город, кстати, очень чистый, ухоженный. Да. Можно, в принципе, останавливаться везде. Локаций, мест для снятия контента очень много. Посмотрим, как выглядит. А, кстати, вон. А залив как называется? Скажи, пожалуйста. Залив, по-моему, Персидский здесь. Все. Персидский залив. Все, вы сейчас увидите, кстати, Персидский залив, друзья. Просто небольшую часть, но увидите, потому что он вон там, дальше по ходу комфорт. Вот здесь, смотрите, как Флорида прямо какая. Маша.
Красиво, да? Да, Такой белоснежный песок. машаллах. Погода просто... Там Все, давай. Так, как вы видите, место прекрасное. И погода сегодня тоже очень благоприятная. Солнце, не жарко, белоснежный, чистый песок, пальмы. Там есть где искупаться, там все есть. Посетили местный пляж. Пробыли здесь минут 30. В принципе, уже все, что здесь можно увидеть, увидели. Фотографировали, запустили дрон. В принципе, очень такая красивая локация. Особенно с видом со стороны залива в сторону города. Очень красивая панорама. Я думаю, есть пляжи еще более достойные. Но мы, как вы понимаете, посетили то, что у нас было по пути. В планах еще пару локаций. Будет время, может, заедем на одно четкое место. В одно четкое место. Я думаю, оно не будет уступать. Думаю, любой позавидовал бы жителям данного района. С этой стороны видно высотки, с другой стороны вот такой пляж. Тамерлан, добавь от себя несколько тысяч слов. На самом деле, действительно, место бомбовое. Реально, слева, если получится показать, Дубай, как вы видите, Бурдж-Халифа. То есть кипит жизнь, суета, но устает от этой суеты, он не при этом месте. Виллы спокойно могут приехать, отдыхать у себя дома, наслаждаться пляжем, барбекю, все дела, и при этом окунаться в Персидский залив. Причем он очень такой лазурный, чистый на самом деле, я не ожидал. Да. Погода сегодня чуть ветреная, так что контента с купаниями, я думаю, вы не увидите от нас. А мы продолжаем свой путь и едем дальше. Да, пока мы едем, мы решили загуглить и сравнить Дубай с Москвой, население и площадь. Площадь Дубая 1610 квадратных километров, население 3 миллиона 331 420 человек. Это на какой год? Это на 2020. Теперь озвучь нам цифры Москвы. Я озвучу цифры Москвы на 2022 год, и свежие данные. По данным той же Википедии, площадь Москвы 2561 квадратный километр и население 12 миллионов 15 человек, так что Москва в лидерах. Вот такие добавить. Приезжайте, здесь еще много места не освоенного. Да, и Дубай резиновая. Резиновая. Наконец-то мы прибыли на место. Место просто нереально красивое. И вон там позади меня единственный и неповторимый отель. 6-звездочный отель. Как мы знаем, на этой планете Земля все отели только 5-звездочные, а это единственное, которое имеет 6 звезд.
Так, Пейте фанта. вот такие доброжелательные туристы мне вот подарили фанту. Сейчас попробуем на вкус. Фанта как фанта. Да, следующая локация, какая у нас будет, мы пока точно не знаем. Может, продолжим в Дубай-молле или поедем в другое место. Пустыня Урдуала. Да, идея отличная. Посмотрим.